Торжественное служение, иконы, зажженные свечи. В Гизеле осветили новую часовню святого великомученика Георгия. Храм возведен на территории группы охраны Республиканского пограничного управления. События приурочили к осетинскому празднику Джеоргуба. Первую службу провел настоятель Свято-Георгиевского собора во Владикавказе отец Василий. Царю небесный, утешителю души истины, иже здесь. Часовню построили 6 лет назад, однако открыть ее никак не получалось. Внутри все отсырело. Отремонтировать святилище удалось на пожертвования сотрудников пограничного управления Северной Осетии. Часовня была построена в честь святого Георгия Победоносца в память погибших воинов в зеленых фуражках, которые охраняли юг России, границу юга России. Значит, эта часовня будет напоминанием грядущим поколениям, как умели стоять за родину сыны, которые были воодушевлены православной верою и верою, безграничной верой в нашу родину. Совсем скоро в часовню из Москвы привезут семистрельную икону Божьей Матери. Сотрудники погрануправления вместе с ней облетят эту местность трижды. Кроме того, уже сегодня представители Владикавказского казачьего войска передали в часовню старинную икону Николая Чудотворца. Чтобы она помогала, чтобы вы молились ей и просили за вас, чтобы вы всегда были на высоте, чтобы вы всегда были в хорошем настроении, чтобы у вас в семьях было все хорошо. Счастья вам и мира над головой. Святой Георгий Великомученик считается покровителем и защитником воинов. Одним из самых известных посмертных его чудес считается убийство змея. Предание гласит, когда выпал жребий отдать на растерзание чудовищу царскую дочь, явился Георгий на коне и пронзил его копьем, избавив девушку от смерти. Явление святого Георгия способствовало принятию христианства как единой веры среди местных жителей. Рая Дзантьева, Елена Черенкова, Евгений Маркин, Осетия ТВ.